Кто возглавит Казахстан после Токаева? Дорогие друзья, сегодня мы наблюдаем, как диктаторские режимы падают, как карточные домики по всему миру, на примере Бангладеша, Непала и других стран. После выхода фильма о Хантаре мне пишут многие мои сторонники, задавая уточняющие вопросы по действиям во время следующего массового победного протеста. Поэтому повторяю еще раз: действия во время следующих массовых митингов. Протесты должны продолжаться до тех пор, пока режим Назарбаева-Токаева окончательно не уйдет из власти. Внезапный протест на местах возглавят активисты. Однако подробную инструкцию и последовательность действий должен знать и понимать каждый участник победного протеста. Для того, чтобы падение режима прошло без жертв и привело бы к победе, необходимы три ключевых условия: массовость, организация и целенаправленность. Первое – массовость. Численность протестов должна расти с каждым днем. Если численность не растет, то как минимум она не должна уменьшаться и оставаться на уровне первого дня. Главное – сохранять устойчивое присутствие людей на площадях, перед акиматами, в городах и перед Агартой в Астане. Без массы нет давления. Без давления нет перемен. Ни одна революция, особенно бархатная, невозможна без численности протестующих. Второе – организация. Протесты должны быть организованы на высоком уровне. За образец берем действия и организацию протеста в Актау, в Кантар в 2022 году, где не было ни одной жертвы. Все было организовано на высоком уровне. Необходимо организовать палатки, питание, биотуалеты. Кроме того, необходимо перекрыть подходы и улицы, ведущие к площади, перетянуть как минимум 20% силовиков на сторону народа, обеспечить дежурство и охрану площади протестующими и силовиками, выявить и изолировать провокаторов быстро, четко, без паники. Третье. Целенаправленность. Когда протест достигнет критической массы 50-100 тысяч в Астане и Алматы, 10-20 тысяч в других городах, нужно переходить в действие. Первое. Взять под контроль здания акиматов и здания Акарды в Астане. Второе. 2000 протестующих вместе с силовиками в Астане и Алматы и тысячи протестующих в областных городах вместе с силовиками идут брать аэропорты под свой контроль. Третье. В аэропортах необходимо перекрыть взлетно-посадочную полосу автомобилями. Четвертое. Взять под контроль здание КАЗ аэронавигации в Астане, которое отвечает за воздушное пространство Казахстана. Пятое. В Астане взять здание силовых структур КАЗ медиацентра. Шестое. После взятия под контроль акиматов, аэропортов и воздушного пространства на всю страну объявить о падении режима в прямом эфире на центральном телевидении. Седьмое. Создать временное правительство в Астане или Алматы или в любом городе областного значения. Восьмое. Назначить временных акимов городов. Девятое. Опубликовать срочные указы временного правительства. Будущий массовый протест – это не просто протест, это единственный путь к смене власти, к смене вашей жизни и жизни ваших детей. Никаких полумер, только четкие, скоординированные действия. Токаев кет. Алга, Казахстан!